Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 5 марта 2024 года. У нас 18-й стрим информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия на платформе открытого диалога. Друзья, сегодняшний наш стрим называется «Глобальная политика и союз независимых государств, вышедших из СССР, Советского Союза». Наш стрим вещается на YouTube-канале в реалити и, соответственно, в Telegram-канале. Есть регламент, друзья. Еще раз, на всякий случай, напомню, что выступает Аят Идигов, выступает представители Президиума правительства. И после этого можно задавать им вопросы или же высказывать свое какое-либо мнение ограничено по времени. 2-3 минуты, в зависимости от выступления. Я вас снова приветствую. 20 часов 1 минута по европейскому времени, центральноевропейскому. Аят Идигов, Машволь, я тебя приветствую. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас специальная такая тема, в которой мы хотели поговорить о том, что происходит в мире в целом, какая обстановка и какое место там в этой ситуации занимают страны, которые вышли из бывшего Советского Союза, стали государствами. Конечно, сейчас в первую очередь нас интересует Украина, наша республика, те республики, которые были оккупированы этой новой Российской Федерацией России. И что же на самом деле происходит? Мы много по-разному об этих вещах говорили. Почему, скажем так, наша вот эта победа в Украине, она до сих пор не пришла к нам? Почему ее нету? Что случилось? Что препятствует этому? Мы должны об этом тоже говорить. Почему получилось так, что в ходе вот этой войны вдруг, на Ближнем Востоке Хамас напал на Израиль, израильтяне отбиваются, и там тоже большой очаг войны, возможно, который может перейти в более обширное такое противостояние. Иран, вот по данным, разным данным, уже где-то около 5 атомных бомб у них есть. В этом, есть сильное подозрение у Израиля. Они готовы, они бьются против Хамаса не только потому, что, как они говорят, потому что там у Ирана план уничтожения израильского государства. В то же время получилось так, что нашу страну тоже захватила Россия, территория ее, хотя наше поражение, это, как говорится, в кавычках, не окончательное поражение, победа будет обязательно за нами, и она будет у нас в купе вместе с Украиной, и мы должны все делать для того, чтобы эта победа пришла как можно скорее. Поэтому заботьтесь об этом и говорим. Что же такое, почему вот так вот нам бы хотелось так быстро, а получилось как всегда. Значит, как бы там ни пытались западные страны и Америка, вот столько вот вооружений, столько вот денег давать Киеву для того, чтобы они вытолкнули эту российскую армию, до сих пор это не получается, хотя значительные успехи есть. Успехи в том, что половина той территории, которая была захвачена российской армией у Украины, они отбили, а остальное сейчас как бы остается еще под вопросом, но есть намерение их оттуда тоже столкнуть. Для этого нужно оружие. Оружие и нужно боеприпасы, снаряды.
они еще до сих пор как бы есть, эти снаряды, но очень большая тревога, что они могут быть там, неизвестно, 2 недели, месяц, что они кончатся. А за это время могут ли, скажем, западные страны решить вопрос того, чтобы, значит, поставить это оружие, и чтобы они не оказались совершенно голыми, без чего стрелять, я имею в виду. Вот этот вопрос стоит остро. Как вы знаете, там в Америке до сих пор не решен вопрос о выделении этих денег для того, чтобы это приобрести. Потом этот вопрос стоит еще о том, что вот где-то 300 с лишним миллиардов денег, которые заморожены в банках, европейских банках, они должны быть как бы, значит, шла речь, что переданы на военное противостояние, восстановление Украины. Но эти вопросы как-то не решаются, и этому процессу мешает людской, как говорится, такой вот человеческий момент. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот в Америке там готовятся выборы в ноябре будут, и кто там будет президент, неизвестно, потому что ситуация очень напряженная, хотя и у нас надежда есть, что будет снова Байден, но как развернется ситуация, неизвестно. И там тоже они пытаются еще до окончания вот этого самого процесса, чтобы решить проблему и обеспечить Украину, скажем, на определенный срок там, или до конца войны, пока вот этот выборы начнутся, чтобы там оружием и боеприпасами и военными там самолетами и всем, чем необходимо было бы решение, значит, вопроса по Украине. Сам Зеленский ответил, вот я читал и слышал о том, что он ответил на вопрос, почему вот не решился вопрос, в этом летом должно было быть решено как бы вопрос с изгнанием оккупантов. И он заявил, что вот у них был план, а этот план вдруг обнаружился, лежал на столе у Путина в Кремле. То есть в этом случае все их шаги были как бы, значит, видны, и нельзя было как будто бы это реализовывать. Как это могло случиться, как это могло попасть на стол, как говорится, в Кремль, это вопрос такой, это ли вопрос разведки или окружения, значит, которое находится, скажем, в этом, во власти Украины или другие. Здесь не поймешь. В общем, короче говоря, эти вопросы такие, что Зеленский ответил, что мы будем отныне готовить несколько планов, и никто не узнает, какой план мы здесь, каким планом мы воспользуемся в перспективе. То мы считаем, что необходимо, главное, чтобы сейчас нас обеспечили оружием. И сейчас, после того, как вот, скажем, недавно вот это убийство произошло Навального, хотя мы Навального, так сказать, и не считаем его таким вот мана небесной для нас. Для нас он был такой же, как и этот. Но вопрос в том, что Путин фактически убил этого человека, и на Западе очень возмущены, и все вот понимают, это стало как бы поворотным моментом, протрезвели как будто они. Вот, допустим, президент Макрон, который все время вел такую спокойную, скажем, относительно спокойную, даже флегматичные такие вот высказывания делал, как считали все, вот говорили. Он сейчас заявил, что хватит вот этим вопросом заниматься, о том, что если мы даем оружие, скажем, Украине, что это оружие не может быть применено против России на ее территории. Как это может быть, если мы даем оружие? Нет. То есть он здесь как бы опроверг этого Байдена, который говорил и который как будто бы обещал, совершил ошибку,
что вот наше оружие будет использовано только против изгнания вас с территории для обороны Украины. Сейчас вопрос стоит даже более остро, что вот после заявления Макрона, вот представляете, что это такое? Потом они начали думать, что же происходит, какие вот западные страны сейчас стали думать, что же такое здесь происходит у нас. Если у нас возможность вот этой империи, которая возрождается, против нее бороться. И они обнаружили, что у них даже вот сама вот армейские части, там, допустим, у Англии, оказывается, вся армия, все это, что у них есть, только 50 тысяч человек. Там у Германии еще меньше. А сколько они производят оружия, того всего, это, оказывается, вообще-то очень мизерный процент. В то время как Россия все свое, что есть, она кидает на вооружение, на разработку, на боеприпасы, круглые, как говорится, сутки работают, почти все мощности, которые у них есть. Поэтому из этого исходя, сейчас есть некоторые вот разворот, как бы сейчас. Вот я это говорю потому, как я вот слушаю и вижу, что вот говорят разные комментаторы, пишут в разных сайтах, там, ну, уже вы тоже можете, конечно, послушать, но я свое мнение говорю. Если это все вот так вот будет сейчас развернется быстрым ходом, и поняли, что они не смогут дать оружие Украине. Вот я читал, там, слушал разных людей, таких авторитетных. Они не смогут, логистики, не сможет они дать оружие и произвести его так, чтобы Украина могла и в дальнейшем активно противодействовать. А надо это сделать. Некоторые там даже заявили, дело идет к тому, что если мы не решим этот вопрос, то через 7-8 лет мы увидим как говорится, на территории наших несущихся стремительно в наши дома, в наши страны эту российскую армию. Можем ли мы это, значит, себе представить? Мы должны думать, что происходит, и поэтому мы должны противодействовать этому. И вопрос стал таким образом, что сейчас вот западные страны, я имею в виду уже европейские, в ходе вот этого, значит, тормоза, который создал сейчас Байден, как говорят, Байден, якобы он создал тормоз, потому что он тормозит решение вопроса по, значит, обеспечению оружием, там через своих этих конгрессменов, которые есть, консерваторов, он блокирует решение вопроса по обеспечению финансирования этих вопросов. Поэтому не получается, вот такая вот затяжка идет. Теперь западные страны сами, они как бы тоже поняли и говорят, что если мы не будем сами, не сполошимся, не станем, ничего не произойдет, и мы должны сами быть, обеспечить себя, свою оборону, несмотря на то, что есть и Америка, которая нас помогает, пока она придет, вот такое. Уже вот такие вот происходят события, и здесь вот сообщение было, тоже говорилось, вот, что это не Китай, а Северная Корея, которая якобы, значит, обещалась там поставить оружие для России, она где-то на 40% выполнила, а остальное прекратила поставку оружия. И там что-то у них застопорилось, возможно, Китай как-то на это повлиял. Возможно, вот такие тоже идут разговоры. Поэтому сейчас вот в этом, скажем, ключе, что происходит на территории бывшего Советского Союза, новые независимые государства, как они могут быть свое будущее планировать, как они могут себя защитить, как им быть, вот вопрос. Ясно теперь всем, что однозначно эта Российская империя, власть, которая есть в Кремле, она идет на ва-банк, и эта власть не собирается
отступать, если тем более ей дадут возможность и дальше, значит, вот затягивать вот эту веревку там или замораживать вот эти конфликты. Вот такое настроение сейчас на Западе. И насколько я вот понимаю, я это говорю, вы тоже можете свое мнение сказать, но в то же время надо говорить о том, какая угроза идет остальным странам, вот, допустим, это всем кавказским республикам есть опасность, они могут напасть и Грузию, и Азербайджан. В общем, там такая, как бы то ни было, они могут такой номер выкинуть, если послабление будет в Украине, понимаете. Они могут, конечно, на Казахстан и Среднюю Азию республики. Это же у них план, эта экспансия у них была запланирована. Когда мы говорили об этом, еще в свое время наш президент говорил, что вот если вы считаете, что Чечня есть часть, это внутреннее дело России, то настанет момент, когда Европа станет внутренним делом России. Вот как в точку глядел, он так говорил. Мы все это знаем. Поэтому чем раньше этот вопрос решится, то было бы хорошо. Но в то же время мы вот наблюдаем за теми такими непонятными для нас. С одной стороны, как бы понятно, потому что идет война, а с другой стороны, мы видим, что здесь, вот там Украина признала, значит, что Чеченская республика, оккупированная Ичкерия, оккупированное государство, и осудила геноцид чеченского народа. В то же время с легитимной власти никаких вот дальнейших, значит, контактов не производится, никакие контакты им не нужны. Это как получается вопрос повис в воздухе. И в то же время еще дополнительно мы видим, что Украина активно действует люди, которые называют себя политиками от имени нашего государства, там себя представляются, их там на разных, ну скажем, не высоких, а на каких-то уровнях принимают, они там разные ордена раздают. То есть это лицемерие, которое настолько очевидно, и на это не реагируют. И у нас возникает вопрос, почему это так происходит? Как может быть так, когда люди, которые являются самозванцами, которые все время работали и выступали, и выступают, говорят о том, что они защищают документально, есть подтверждения, которые есть везде, что они, мол, это на стороне не то что России, они фактически эту работу проводили все это время. И нам нужно думать, как же мы можем реагировать на это. И когда мы видим, что в окружении этих людей, которые там, вот некоторых, я не за всех говорю, когда они собираются, люди активно говорят, там выступают, и там, а наши сторонники легитимной власти, которые здесь на Западе, их много, так, их много и в других странах, они не могут и собственную голову поднять, потому что они, как бы, над ними висит дамоклов меч. И это дамоклов меч со стороны России. До сих пор на Западе не могут четко и ясно определиться в этом вопросе, чтобы люди, которые находятся здесь на Западе и по закону, и легитимной власти, и сторонники, которые стоят на демократических принципах, они не защищены. Этих людей преследуют, этих людей, наших воинов, которые воевали, их убивают, и за них, в общем, мы беспокоимся все. Мы знаем это. И эти вопросы тоже как бы не решаются. Может быть, для Запада эти вопросы пока что не самые главные. Мол, подождем, главный вопрос решим, и потом решить все остальное. Как-то вот я бывал в Америке, в Конгрессе, там встречался с разными людьми, и они говорили, да вы подождите, скоро Россия станет демократической, и мы все вместе решим и вашу проблему чеченскую, говорили. А вот дошло до того, что вот сегодня не то, что нашу не решили проблему, а вопрос, что самим угрожает это Россия. И вместе с ним диктаторские режимы. Вот для начала вот это я скажу, пожалуйста, можно говорить еще много, конечно, желающие могут выступить, могут, значит, дополнить вопросами. Ну все, я закончил тогда вот на этом. Спасибо.
Баркал Аят, благодарю. Есть ли у кого-нибудь вопросы, кто не хотел бы выступить, задать вопрос или выступить? Здесь Хамзат Гилаев пишет, что Аят, один ваш официальный визит в Украину рушит всю Закаевскую аферу. По поводу, как с этим дела обстоят, Аят, официальным визитом? Есть? Но я хочу сказать, мы должны знать, что мы еще в мае 22 года, когда вот было эти решения принимались, еще до того, как вот в октябре принимались, мы уже свои документы отправили туда, собирались туда ехать, несколько человек, так? И с тех пор нам не дают никаких там официальных приглашений, ничего нету. И мы хотя писали там, все это. Многие были удивлены, даже некоторые, что вот так вот получилось, что такое было признание. Хотя этим вопросом занимались мы, не въезжая в Украину. Люди из политические, такие, значит, люди от власти Украины, мы встречались здесь на Западе, в Польше, в других местах, постоянно все эти вопросы обсуждали. И эти вопросы мы такие же вот обращения делали и другим странам. Балтийским странам мы направили свои такие обращения на их языках, и Польше. Но вот как-то мы пытаемся пробиваться, но пока что этот вопрос стоит так открыто. Мы не можем сейчас сказать, что происходит, но мы надеемся, что вопрос будет решен положительно, потому что не может же, скажем, Украины признать людей, которые, значит, стоят на платформе того, что Конституция 2002 года, что она изменена, и что все решения будут приниматься в соответствии с Кораном и Сунной. То есть мы на демократических процедурах опираемся на решение нашего народа. А то, что вот они от себя придумали, которое не принято и не является основой создания нашего государства, Украина, естественно, не принимала. Но этому что-то препятствует там. Вот поэтому, если бы нам удалось бы это сделать, пока что, видимо, не настало время, но мы надеемся, что это будет, и все это произойдет, и это будет иметь хороший резонанс. Вот так я думаю. Баркал Дересоль Аят. Баркал. Так, Муса поднимает руку. Муса, можешь включить микрофон, и Машвоэль, можешь говорить. Муса, микрофон нужно включить. Микрофон включи. Включен? Все, Гинцлех. Сейчас включен? Да, сейчас слышно. Короче, Чехия хочет в Украине, в общем, собрали они снаряды, в общем, где-то около 600-700 в течение недели или 2 недель, в общем, подадут эти снаряды, в общем, для Украины. В общем, новость. Была сегодняшняя новость. А насчет, как его это, Шольца и этого французского президента, у них конкуренция. В общем, раньше было объявление, в общем, что Германия, в общем, лидирует, в общем, в Брюсселе, ну, вообще в Евросоюзе, в общем. И самая богатая и так далее, типа такого было. И в связи с этим решил, в общем, вроде они сидели на конференции, в общем, когда было, в общем, рядом, как только они вышли, в общем, там они поругались. Не поругались, а немного словами, в общем, типа такого. Поэтому вот такое сейчас многие, в общем, в Евросоюзе, в общем, то, что Франция хочет войска, в общем, подать, говорят, осуждает, короче, типа такого. Все, я Баркал, Муса, Баркал Дересоль.
Если еще кто-нибудь хочет сказать, если кто-нибудь еще кто хочет выступить, задать вопрос. Алла, может, вы, дедик дуэля, сюрдик юэля? Добрый вечер, Алла. Так, да, микрофон я не включил, извиняюсь. Все, можете включать. Меня слышно? Да, хорошо, Алла, сюрдик юэль, добрый вечер. Сюрдик Хэл, всем собравшимся. Я Добрый хочу немного вечер, Алла. добавить. Добрый вечер. Я хочу добавить насчет Германии. Как раз сегодня я читала о том, что Россия сделала заявление о том, что денонсирует, кажется, такое слово, то есть ликвидирует договор, который подписали несколько государств европейских вместе с Россией о соединении Германии. Помните, раньше был ФРГ и ГДР, потом Берлинская стена рухнула, тогда Горбачев еще был, так все радовались. Вот, Германия соединилась. А оказывается, они по документам подняли эти документы, договор. По этому договору было, значит, заявлено о том, что Германия не может потом воевать против России, то есть совершать боевые действия против России. Вот, и еще мирное урегулирование вот этих ГДР и ФРГ в одну страну, но с Россией боевые действия запрещено ей в будущем производить. А сейчас там, короче говоря, Америка поставляет оружие в Германию, там военные базы американские. Вот. И то есть она одна из центральных стран Европы, которая действительно одна из самых богатых, которая держит как бы центр этой всей обороны. И поэтому это очень чревато. Потому что одно дело договор, который действительно был подписан там несколькими странами, потом, по-моему, 10 странами вместе с Россией. А теперь получается денонсация. И, в общем, Россия вот нашла это слабое место и заявляет протест по этому поводу. Вот то, что я хотела сказать. А еще насчет Турции, что там вот беженцы, которые собрались, Турция собирается их депортировать в Россию, родственников тех, которые там в Турции оставались. И, в общем, очень жаль, потому что люди там уже только лет 20 или 30 уже давно живут. И вот теперь их Россия собирается, Турция собирается депортировать в Россию. Это, конечно, очень грустно. И что люди будут делать, когда у них там, наверное, на родине уже ни кола, ни двора, ничего нет. В общем, вот, примерно то, что я вот узнала в последнее время. Всего доброго. Спасибо большое. Единственное, можно добавить по поводу того, что Германия обещала не воевать против Советского Союза, наверное, тогда подписывался документ, потому что тогда казалось, Советский Союз, он будет вечен. Поэтому Советского Союза нет, и обязательств перед Советским Союзом тоже нет. Тем более Россия сама нарушает договора и нападает на иностранные чужие государства. Россия планирует захватить половину восточной, вот ту самую ГДР, Восточную Германию. Россия открыто говорит, как известно, в России очень много симулякров. Фактически все политическое, информационное пространство России состоит из симулякров. И единственный более-менее, не то что более-менее, не симулякр, это именно путинская идея НОДА, национально-освободительного движения, которое таким образом, в том числе начиная нападение в Израиль 7 октября, они пытаются разжечь мировой пожар революции против гегемонии США и Запада. И вот этот Федоров открыто давным-давно уже заявляет, что Германия, это и Федоров, и у них на главных каналах, что ГДР это часть Восточного Варшавского договора, и все это нужно вернуть
к Тегеранским соглашениям или поствоенным Второй мировой войны соглашениям, которые разделяли сферу влияния террористического людоедского государства Советского Союза и цивилизованного мира. Так просто дополнил. Ал, спасибо вам за выступление. Так, кто еще хочет сказать? Аят, может, вы хотели бы сказать? Аят, можно я задам один вопрос? Да где Анчар? Украина сейчас признала право Ингушетии на свою государственность, независимость. И вот буквально сразу же произошли события, убийство людей произошло в Ингушетии. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я как-то тоже не могу понять, что это такое, а для чего это делается, эта процедура. Это хорошо, вроде бы, но для чего это? Ну, я думаю, что признание права ингушского народа на независимость – это хорошо. Но здесь вопрос в том, что хорошо так заявить, а как это на самом деле сейчас реализовать, и уже люди есть убитые, значит, есть там какие-то силы, которые хотят по этому пути пойти. Нам пока неизвестно, мы этих людей точно не знаем. Но для того, чтобы вот в дальнейшем по пути вот этого процедуры, вот это что пошла, это целый процесс, который необходимо совершить. Значит, они должны специально в соответствии с международным правом сделать заявление о том, что или провести съезд народа, в котором они скажут, что они хотят быть государством, создать свое правительство, орган местного управления, все новые структуры власти, и тогда это будет, только после этого идет процесс признания. Вот как нас признавали, когда мы все эти процедуры все сделали и полностью завершили, избрали власть, там все было. И только в 1992 году, 12 марта, мы создали свою конституцию, принял парламент наш. И после этого только нас признала Грузия, которая не могла до этого нас признать. Поэтому это пути такие. Но я хотел бы сказать здесь другую вещь, вот, то, что ты сказал, План и Алла правильно говорила. Здесь обратного хода уже нету, чтобы там они и говорили. Они сидят в НАТО, то есть в ООН, они сидят в Совете Безопасности, ничего не стесняясь. Это все происходит от того, что Запад думает, что все это игрушки, это, мол, уйдет. Я, конечно, утрирую, когда говорю игрушки, они видят, что это не игрушки, то есть они настолько серьезно к этому не относятся, как дело, которое, допустим, может быть и так решится. Так оно не решится, как мы видим. Они заседают во всех международных организациях, везде там, значит, голосуют, сколько это можно. Они столько людей убили в нашей республике, убили, столько покалечили, убили, расстреляли, сколько они в Грузии, там, в Украине, и сейчас продолжают, там, Молдову, там, Беларусь, все это мы знаем. К этому надо относиться более серьезно, я так думаю. И когда говорят то, что вот хотят, вот чтобы по международному праву, если так будет продолжаться, и будут говорить, что, допустим, эти республики дальше вот будут признаваться, да, но это будет только вот формальное такое заявление, которое, по сути дела, имеет другие корни. Дело в том, что когда в 1991 году Советский Союз развалили, так, решением, и Верховный Совет РСФСР принял акт о денонсации, значит, Советского Союза, который в 22 году создан, так, тогда еще, то, выйдя из Советского Союза, все республики, тогда 32 их было, а 3 признала сама власть СССР, то эти республики практически были государствами, которые тогда могли свободно выйти из этой разрушенной империи, создать свои государства. Но их обманули. Их право, значит,
присвоила себе нынешняя вот эта власть, тогдашний Ельцин, другое. Они не дали этим народам, вот, которые есть сейчас в составе Российской Федерации, есть, которые, в том числе и ингуши, и другие, они не дали им избрать свою законную власть. То есть, чтобы народ избрал эту власть, чтобы она, значит, эта власть была чисто вот по демократическому признаку избрана, заявление было, и все структуры власти, и как государство. Тогда это их, значит, лишили этого права незаконно. Вот об этом можно говорить. Сейчас и Российской Федерации выйти нельзя. Это страна, которая раньше была Советский Союз. Это можно, а отсюда нельзя выходить. И если даже Российская Федерация, Россия это дело бы захотела, но Путин-то не хочет этого, мы же понимаем, этого не может быть. Поэтому вопрос, мне кажется, надо вернуться к тому времени, к 91 году, когда они незаконно захватили вот эти все республики, которые есть в составе сегодняшней российской, так называемой России. Эти республики имеют право вернуться к тому вот акту, который был тогда, и объявить о своих государствах. И это, в этом отношении нужно им помочь, мне кажется, Западу и другим странам. То есть их лишили этого права. Поэтому, мне кажется, вот такая вот процедура была правильна, потому что если мы будем сейчас говорить, что Россия там является государством, которое в ООН, во всех этих структурах международных и еще в Совете Безопасности, он практически будет блокировать любой вопрос в отношении любого, скажем, народа. Как они это делали против нас. Чеченской республики, когда мы создали свое государство, сразу после этого они во всем мире на нас навешивали все ярлыки и не давали нашего признания. Блокировали другими странами их там угол. Я бывал в этом ООН, Совет Европы много раз. И везде они хотели, и, значит, под Россию как бы ложились вот эти интересы их, а наши интересы чеченского народа отталкивались. Сколько бы мы там ни действовали. Поэтому настало время, когда нужно на эти вещи взглянуть четко и ясно. И нам нужно тоже чеченскому государству, чеченской власти, надо решать наши вопросы не в одиночку. В одиночку мы тоже не решим. Нам нужно объединиться, как Жахар тогда и Гамсахур говорили, создать конфедерацию наших государств на Кавказе. Ну, я имею в виду, это Кавказский дом, это конфедерация, где бы объединились эти территории и могли бы дальше жить. По этому пути мы должны идти, а не вот эти вот разного рода дельцы, которые нам предлагают то сделать, это делать, не имея на это никакое права. Вот и все, что я ответил. Спасибо. Спасибо, Аят. Было очень интересно. И продолжая эту тему, а с кем вот из государств союзных с конфедерацией или как Кавказский дом, который входит, Азербайджан, Грузия, какие еще эти есть страны, и есть ли у вас, у президиума с ними коммуникация, взаимодействие? Да, мы вот постоянно вот коммуникация есть с властью, легитимной властью Грузии, их представители. Мы с ними уже несколько раз подписываем меморандум, делаем совместные такие заявления, даже часто встречаемся. Я надеюсь, что в следующий раз вот их пригласить, чтобы они тоже здесь выступили, сказали свое мнение по этим вопросам. И тогда, когда мы это планировали делать еще в жизни Гамсахурдия и Джахара, то тогда этот вопрос рассматривался так, что будут эти Кавказские республики, которые я говорю, и наша республика, так, и еще могут сюда подсоединиться другие территории. Ну, скажем, вплоть до того, что скажем, Кавказские там республики, все, так, им вплоть до того, что Ставропольский край, Краснодарский или даже Волгоградский, что мы могли бы объединиться, сделать какую-то конфедерацию. И это было бы мощная в этом отношении конфедерация, которая бы работала и действовала. И тогда такие планы были. И сейчас мы от этого не отказываемся, и
только все вот эти наши российские агенты влияния придумают разные конфедерации народов Кавказа, разные горские республики, все, что ушло в прошлое, которое находится в прошлом, оно уже невозвратно, потому что это в прошлом, и оно уже не может быть возвратно, понимаете? И если даже Путин и другие говорят, вот то-то, то-то, что вот они это сделали, но тогда они сами этот вопрос подняли, они разрушили и Советский Союз, они сами подписали документы, так что такая ситуация, понимаете, мы не можем сейчас что-то с ними соглашаться. Это просто их заявления, которые они пугают, понимаете, смотрят, как, мол, отреагирует Запад. А Запад, вплоть до того, что здесь я уже не говорил, вот, но вплоть до того, что они готовы даже применить и атомное оружие, вот настолько. Понимаете, вот так вот говорят. Такие уже идут разговоры. Что это такое, говорят, сколько мы можем. Мы не можем позволить России через несколько лет, там, на около 7-8, чтобы они начали уже по нашим странам, их сапог пошел. Нельзя допустить. Вот так стоит сейчас вопрос, кстати. Это зависит от многих моментов тоже, но все равно, в общем, такое настроение. Насколько я вот знаю. Спасибо. Баркал, Аят. Муса, выставил что ли? Спасибо, Аят. Муса, вам слово. У тебя микрофон просто включен, я думал, ты хочешь. Да, ты хотел выставить что ли? Айса он говорит, Айса, да? Вот да, я сейчас Айса включаю, да. Айса, да. Айса. Да, Муса, микрофон, а дай дон. Или Мне Муса. можно добавить немного? Пожалуйста. Можно добавить немного? Да, конечно, Алла, пожалуйста. Это к тому, о чем говорил Ахят Идигов. Вот. Меня слышно, да? Да, хорошо. В общем, я хочу напомнить Ахьяду, когда с нами разговаривал вот его знакомый, вот, к сожалению, не помню его имени, когда собиралось национальное собрание, там офицеры были украинские и так далее, 23 февраля. Вот этот, который во главе этого собрания, человек, он с нами беседовал, он сказал, что как раз перед этим Украина признала независимость Ингушетии. И там какое-то количество человек проголосовало, ну, потом оказалось, что большее количество проголосовало и признали независимость Ингушетии, Украины. И вот я думаю, может быть, нам документы эти поднять, вот, и на основании этого опять присоединить Ингушетию, если они, конечно, с ними договориться и так далее. Потому что в каком году она отсоединилась, на 2-м или 93-м, я уже точно не помню. Ну, я думаю, что это было бы как раз, это же наши соседи, это почти что чеченцы, ингуши, это войнахи. Это было бы хорошим началом. Как вы думаете? Так, Аят, Ну, если вопрос для меня, то я думаю, что это процесс, который нельзя отрицать, но здесь должна быть воля ингушей, ингушского народа. Вот они должны это сказать. Нам не стоит сейчас ввязываться и говорить, давайте, и там мы же не пойдем, если насильно мил не будешь, как говорится, да? Оттуда должна быть какая-то реакция, и тогда мы со своей стороны можем говорить, что как это делать. Как я сказал, они для того, чтобы вот так вот сделать, как мы сейчас говорим, для этого нужен целый процесс, который, конечно, можно сделать, вот это, избрать свою власть, сделать специально, значит, съезд, референдум, и на основании этого отпустит ли их, скажем, Кремль сейчас. Вряд ли согласится Путин. А мы-то вышли из Советского Союза, не из России. Они постоянно говорят, что мы как будто часть. И все на Западе, как будто мы часть России. Мы никогда не были частью этой России. И это мы должны запомнить все. Мы были только частью Советского Союза.
А вот это вновь созданное государство Российской Федерации, России, оно создано после того, как мы уже свое государство полностью создали, Конституцию приняли, и нас признала уже Грузия. После этого, только 31 сентября, то есть до марта 1992 года, они начали подписывать так называемый федеративный договор о создании этой страны. Поэтому говорить о том, что мы являемся частью России, не приходится ни с точки зрения, скажем, документов, документации и фактов самого. Это мы должны все знать. Вот я думаю, что таким образом эта процедура. Когда мы говорим в общем наши желания, и что мы поддерживаем все народы, которые хотят свободы, это наш принцип, да, то это не значит, что это вот одно заявление, оно может быть вот так и реализовано. Для этого нужен, чтобы определенный процесс был. И это должны знать все, скажем, люди, которые этим занимаются. Да? Спасибо. Ахьят, я думаю, знаете что, нас сразу признала Грузия, как вы помните, да? Президент Грузии, Комсохурти, парламент Грузии. Вот после того, как была объявлена наша Конституция, опубликована и так далее. Может быть, нам воспользоваться, что Украина признала независимость Ингушетии и не обращая внимания на то, что там мы вышли из состава СССР и так далее, при распаде СССР. Но в данном случае поддержать эту инициативу украинцев и признать независимость Ингушетии тоже. Может быть, начать... Вопрос здесь не в Алла, извините. Вопрос в том, что Украина не признала независимость Ингушетии, а признала право его на самоопределение. Этот народ имеет право на создание своего государства. Вот что они сделали. А чтобы признать его, нужно, чтобы вот эти все процедуры прошли. Вот я просто говорю, как это должно быть механически, скажем так, сделано. А так, конечно, мы не против этого, да? А что дальше? Там же речь идет не только о, скажем, Ингушетии, речь идет имеется в виду и другие кавказские республики, кавказские, и другие республики, которые входят в состав Российской Федерации России. Имеется в виду это. Тогда, если они сами будут подниматься, мы, конечно, будем всегда за. Почему? Мы против не будем, да? А так, это инициативы, которые есть со стороны, скажем, Украины, мы это поддерживаем, и мы считаем, что... Но это только лишь заявление о том, что сделать. Знаете, мы должны понимать, что есть что, какие документы и что есть. Вот так вот. Да, ну, Ахьят, если учесть, что когда мы заявляли о независимости Чечено-Ингушетии в свое время, так, то мы не разделяли, понимаете, а потом уже ингуши отделились, надеялись, что им вернут пригородный район и так далее. Может быть, учесть то, что при распаде СССР мы вместе с ними отделяли. Но они же потом провели свой референдум и сказали, что они отсоединяются от Чечено-Ингушетии и попросили войти в РСФСР. Понимаете? И специально есть закон, который в соответствии с этим решением принят, и Ингушетия введена в состав РСФСР тогдашней, Российской Федерации. Понимаете? Поэтому сейчас это, то есть обратно, следующий должен быть ход. То есть это должно быть вот так вот. Понимаете? Как вот у вас есть документ, согласно этого там, как, ну, сами процедура такая, я имею в виду. Аят, если Бехмабилаш, что влезаю в ваш разговор, а если, ну, помнишь, была ситуация с передачей Ингушетии территорий наших, их потому что там для того, чтобы... И сейчас как-то сказать, что территория Ингушетии, вот та, которую передали, это и есть наша часть, и таким образом 1 квадратный метр оставить России, а всю Ингушетию включить в состав Ичкерии, чтобы мы вышли уже из, как Советского Союза. Как тебе такое? Ну, это, знаешь, сегодня же это территория России, да, она как бы общепризнана территорией России остальным миром. Они даже считают нашу территорию частью России.
А говорить за то, что там еще Ингушетия, нам нужно за свою территорию здесь говорить. А в принципе, то, что я как сказал, так и дал, примерно такой вот процедура такая должна быть. Что мы скажем, не скажем, это же не означает, что мы скажем, как говорится, мы свистнем или прокухарекаем, а солнце не от этого же у нас восходит, понимаете? Здесь нужно как-то выбор народа. Вот этот Выбор. да, выбор народа, и притом на это должен разрешение дать по международному праву, разрешение должен дать, в нынешних условиях Путин. Вот в чем дело. Все в его руках. И если вот это международное право, которое есть, устав ООН, они все рушатся, тогда другой вопрос. Но разрушатся они или нет, вот мы должны думать над этим. Понимаете? А сейчас есть полное право вернуть те территории, которые незаконно захватил, скажем, Кремль. Это территория Чеченской республики, территория Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси. Это вот эти вот территории, которые он захватил, их надо вернуть. Это в первую, для них не надо вот эти процедуры делать, которые нужно с этими республиками. И те должны в этом направлении сами поднимать и делать это, если они хотят выйти оттуда. Но они сидят, мы говорим, где они сидят? В ООН, в Совете Безопасности. Вот они все примут любые решения в ООН. Я бывал там. Все, они вето наложили, все, больше этот вопрос не поднимает. Все закрыто. Любые решения. Он положил, одна страна вето, так, все, больше это все, они решили вопрос. И это право есть у Кремля, у этой России, которая вот так незаконно захватывает чужие территории. Понимаете, вот мы должны знать, где это, как вот происходит, что мешало и нам. И мы столько даже все сделали, все прошли через все эти пути, а нас и Запад, и все это в угоду этой России, уже помните, они давали им деньги, Клинтон, что решить там вопрос малой крови, там 8-10 миллиардов давали деньги эти, все. Что это было? Это были ошибки. Они думали, что вот так вот. Знаете, это вопросы, которые мы должны реально понимать, что происходит и как это может быть. Если мы не знаем, как мы должны дальше двигаться, то мы просто заявления делаем, которые могут быть не реализованы. Надо, значит, вот так вот. Вот так вот, если, понимаете? Да, вы знаете, Ахят, просто интересно, что послужило толчком для Украины для того, чтобы признать право на самоопределение Ингушетии. Может быть, оттуда... Нет, они правильно. У них есть специальная там комиссия создана, которая занимается вопросами, внутренними вопросами Российской Федерации. Специально есть комиссия парламентская. Они занимаются этим вопросом. Видимо, они инициировали это. Там вот есть еще в Украине ингуши, которые там добровольцы. Возможно, это они. Ну, пока мы не знаем, что конкретно. Но это, скажем, положительный такой ход. Но это только начало, это только заявление. И это дальнейшие шаги здесь по этому пути нужно идти дальше. Да? Вы знаете, я думаю, что просто вот начало этого Кавказского дома, да? Да. С какой республики начать, допустим, нам, да? Ну, хотя бы просто разузнать об этом, о признании права на самоопределение Ингушетии. И потому что если взять Кавказ в целом, то, конечно, Грузия это признанное государство, Азербайджан тоже, вот. Армения это уже там Южный Кавказ. В любом случае остается Дагестан, о Дагестане даже речи не идет. Но видите, получается Ингушетия только. Ну, видите, здесь Ингушетия монолитное, так сказать, население единственное, да? А в Дагестане там раньше было до 80 народов, так? А сейчас они как-то их там по каким-то признакам довели до 40, разные народы, которые там, может быть, и как-то вопросы не так просто решить, видите, вот так вот там.
Ну, там называть не буду, эти народы много там у них. Они даже декларацию не приняли, когда Советский Союз разваливали, тогда, да, когда Советский Союз, когда было сказано, принято было 3 закона СССР в апреле 90-го года, а Дагестан вот единственное не приняла даже и декларацию не смогла принять свою. Поэтому здесь есть такие вопросы, а в целом это с ними надо договариваться в будущем. И этот вопрос, о котором мы сейчас говорим, просто лежит на карте вот отношений сегодняшней, значит, России и Украины. И в этом вопросе мы должны желать и помогать Украине, как мы можем. И информационном, и политическом плане, и другими помогать Украине должны. И сами не совершать ошибки и держаться строго на тех правилах, которые есть на международном праве, нашей Конституции и нашей декларации, которую принял наш народ. Все остальное должно будет отметаться. Иначе все будет выглядеть, знаете, смешно и совершенно, значит, ну, вредно для нас, для перспективы. Так думаю. Башкалдерис. Знаете, если учесть, что, например, Турция, так, она занимается собиранием земель тюркских народов, тоже Азербайджан, Казахстан и так далее, то нам на Кавказе остается действительно, ну, наши братья грузины, ингуши, самые это ближние, по-моему, даже еще не знаю кто, получается так. Ну, это вопрос перспективы, конечно. Сейчас что об этом? Мы тогда говорили, то, что они там хотят собирания земель, это все только вот, знаете, такие мечты такие. Пока они соберут эти земли, там сидит этот дракон, который может сразу, если развалится, ухватить чуть ли не большую часть всей этой территории России. Китай. Вы же видите, так? И туда никому не дадут и не успеют они ничего сделать, я так думаю. Ну, то есть этот вопрос надо решать с точки зрения международного права. Вот что я хочу сказать. Все вопросы должны решаться не военным путем. Если это будет вот так развиваться, то мы можем эту планету погубить совсем. А вот подсчитано, что если даже все эти атомные бомбы, которые есть в России, взорвать, то Земля покроется там толщиной, я не знаю, 2 или 3 километра мраком. И Солнце не может пройти на Землю только через лет 200. Вот такой вот расчет я слышал, и это людей, которые занимались, я разговаривал. Понимаете? Если даже ничего не делать и взорвать, и все, вот это произойдет. Такое дело. Как бы вот это. Это надо осторожно действовать, осторожно, и поэтому этими козыряет, там, Путин крутит, там вертит, и его окружение. Насчет оружия атомного. Я читала, правда, давно о том, что происходит энное количество лет, и оружие это устаревает. И оно потом уже не годится к применению. Ну, например, атомные лодки подводные давным-давно уже опустились. На дно еще, там, где Дальний Восток, еще предлагали $20 миллионов, по-моему, чтобы поднять Россию. Ну, так они там и сгнили. Вот. А другое атомное оружие, по-моему, в этих шахтах и не заменялось. И еще там сейчас новое, насколько мне известно, не создают. То есть я это думаю, Путин больше пугает этим атомным оружием, чем действительно оно возможно к применению. А мы попробовать хотим? Не хотим, правильно? Неизвестно, что там есть. Это разговор, да, это так говорят. Это же не значит, что они тоже спят. Они давно, наверное, все подменили, заменили, все это. У них, благо, все это есть. Они все это урановые, другие продают другим странам. А для себя, тем более, у них есть это. Те могут сделать. В принципе, если захотят. Они же держат в основном власть в
России сегодня, как и Советский Союз, держится на чем? На силе, на военной силе и штыках. Вот это что. Больше ничего. Поэтому они это будет больше внимания. Ахьят, огромное количество военных гарнизонов расформировано. Например, вот в Сибири, там, где мы служили вместе с Жахаром, вот это станция Белый, давным-давно уже там в этих домах никто не живет. На крайнем севере, где я вместе с отцом, где мой отец служил, это остров Врангеля, мышь Шмидта, там ветер гуляет, то же самое, и эти военные городки, их уже нету. Понимаете, то есть в последнее время это Кремль и олигархи вместе с Путиным больше гнали нефть, сырье продавали, наживались миллиарды, но не обращали внимания на вооружение. Вот, потому что гарнизоны действительно эти распались. Правда, Шайковка, вот где Жихар служил, где мы знакомились, этот военный гарнизон все еще действует. Хотя по нему были нанесены Украиной эти удары ракетные, байрактарами, по-моему. Вот. Ну, Россия не настолько сильна вооружением, как раньше, это бесспорно. Никто не хочет это испытывать, согласитесь. Так ведь? Не шутит, да. Ну, конечно. Да, поэтому мы с вами говорим, а мы точно ничего не знаем, да, и никто не знает. Кто-то знает больше, только там что и как, мы не знаем. Поэтому мы исходить должны с учетом того, чтобы была безопасность, и чтобы какая-то, значит, дурная голова что-то не совершила дурное, правильно? Вот что там происходит. Баркалдери Исфальда, Иса Вистрело. Если аят закончил, да, пожалуйста. Салам алейкум. Алейкум салам, Машуаль. Все, что мы говорим, это очень тревожно и очень неуверенно с нашей стороны. Мы говорим уже об окончании. А мы еще, как говорит один фраер, мы еще не начинали. Вот кто является гарантом всех договоров между государствами, народами, если это не ООН? И почему в ООН продолжают сидеть эти люди, мы знаем почему. А кто их оттуда скинет, если никто не говорит, что они конкретно по такой-то статье должны ответить? Мы не можем этого сказать. Можем, почему? Алят, когда время ты сказал, займись этой темой, она подходит уже к окончанию. Все доказательства, все документы, только их надо правильно разложить. Теперь что у нас получается? Наша территория и есть ООН вместе с Украиной. Вот с него мы и начнем. Поэтому сейчас что получается? Кто смог доказать в ООН, что Россия, и в частности, ее режим преступник? Никто даже не пытается. Они знают и все. Нет, они знают, а на какие они опираются доказательства. Да, ничего страшного. Россия там Ичкерию захватила, хочет Украину захватить. Ну, захватит, может остановиться. До сих пор люди, что негры, что индейцы, что бледнолицые, одно и то же. Думают, их это пронесет как-нибудь. Америка так вообще спряталась. Далеко от них. Ее это уже мало касается, она уже иногда хочет поспать немножечко, вместо того, чтобы пытаться что-то говорить. Но их надо растревожить. Надо объяснить, что такое, например, если мы сейчас в Украине чеченцы отправлены на войну, чтобы захватить Украину, и что дальше будет, если Путин этого добьется. Мы уже об этом говорили, что Украина уже будет со всеми своими ресурсами и солдатами во всей Европе. Чтобы не повторяться, просто я говорю сейчас. Для решения данных вопросов
я так думаю, если Путин продолжает свое сумасшествие, просто мы должны быть врачами, которым наденут смирительную рубашку. Для этого как было, так и осталось. Мы должны вместе с Украиной конкретно подготовить предложение. Это предложение готово. Ахрят, я прошу вас всех, когда это можно начать, мы еще поговорим, да, по частям. Такая-то часть, вторая, третья, четвертая. Если я считаю, пускай сумасшедший, ну, выслушайте сумасшедшего. Именно как разделаться вот с этим шайкой этой, есть этих обнаглевших, безнаказанных воров в 3 поколениях, начиная с Владимира Ильича Ленина, Путина, там, Ельцина этого, как Сталина, этих козлов, начиная с них, кончая сегодняшним днем, мы можем спокойно сейчас сесть вместе с Украиной, выдать им документы, предложения и сказать, если вы, вам безлична судьба ваша, нам она не безлична, значит, мы без вас пойдем в ООН и предложим то, что мы предлагаем для ООН. На основании чего они должны избавиться от преступников, которые голосуют в ООН за резолюции, в которых мы, международные террористы. Когда весь Запад, который нас предал, когда было 2 Кавказские войны, Чеченские войны, когда они нас предали и сегодня так иногда вспоминают, типа вот мяч, который впустили воздух, пинают еще. Говорят, а что вы можете вообще? Можем, давайте сделаем это все-таки. А? Вот то, что я хочу закончить, чем самое важное сейчас для нас. Конкретно текст, каждое предложение выверенное, доказанное. Я скажу честно, я уже с ума схожу от того, что я сейчас узнал, потому что я пишу альтернативную историю. Есть одна история для Европы, в котором они зайчики. Есть конкретная история, что они преступники. Если они вместе с преступниками, начиная со Сталина, продолжали закрывать глаза на то, что совершил Сталин, тогда что получается? Мы стучим в закрытые ворота. Мы сейчас откроем это. В Украине сейчас Европа начала понимать, Америка далеко, а Европа рядом. А в Европе сидят как раз те люди, которые дают большинство в ООН. Вот большая просьба просто, можете услышите меня, я просто, если когда скажете, начну куда-то скидывать документы, чтобы изучали вы, по частям. Потому что нужны оппоненты. Если оппонент есть, он докажет слабые стороны. Но пока, как я понял, международное законодательство ООН не вправе нам отказать, в котором будет объявлен, я уже много раз говорил, это Нюрнбергский процесс 2, который объединит 3 поколения преступников и 3 поколения жертв. В частности, в 3 поколениях жертвы это Украина, это Чеченская республика Ичкерия, Черногорская республика, это Польша, Белоруссия, вплоть до, я рассказывал это, сама Россия, сама Германия, они жертвы. А жертвы кого? Вот таких маньяков. Там Сталин, Гитлер, Путин. Это одно. Вот они, это вот одна сторона. А мы, жертвы, это вторая сторона. Хватит быть жертвами. Мы должны быть судьями. Мы должны объявить, что мы хотим приговор. Хорошо, Айса, хорошо. Но давай тогда это поговорим по твоему вопросу. У меня, извините, потом. А сейчас здесь люди, может, тоже хотят поговорить, Айса. У тебя насыщенный у тебя вопрос, я знаю. Ну давай, Аслан, продолжайте. Иса Баркал, тоже очень важная, интересная тема. Это в любом случае это наша главная задача — привлечь к ответственности. Конечно же, российские политические и военное руководство фашистской России. Друзья, есть ли у кого-нибудь вопросы?
Кто-нибудь хочет по этой теме, по нашей общей теме, или просто задать кому-нибудь вопрос? Сейчас нас Если смотрят. можно добавить, Да, конечно, добавить Алла, можно? пожалуйста, да-да-да. Я приветствую выступление Алексея Ахмадова. Мне очень понравилось. Тем более, что он действительно столько времени положил на разработку этого суда над этой ООН, над теми преступниками, которые уничтожали Чеченскую республику Ичкерия, российские. И я вспомнила, что Джохар в свое время несколько писем написал в ООН, но ответа не получил. И он вначале надеялся на ООН, а потом он сделал заявление, даже есть статья его вот, в журнале «Чеченский феномен», о том, что ООН не выполняет свои функции, и ООН — это организация, которая устарела. Вот. Но до этого я помню, что когда еще три эти республики, Литва, Эстония, Латвия, не отделились, тогда была организация ОНН, Организация непредставленных народов, которая тогда еще Джохар в самом начале президентства тоже наша республика входила в эту организацию ОНН. Вот. Потому что в ООН там только вход, я не помню, 6 или 7 государств, самых больших. А ОНН — это все эти государства европейские, все малые народы входили в ОНН. И на заседание ОНН Джохар отправлялся его представитель, я не помню, кого уже. Алла, вы правы, да, правы. Я в этой организации непредставленных народов. Я там почти 5 лет был первым вице-президентом избран, мы забыли. Я там работал, в Гааге было. Но там сейчас просто не в этом. Главное все равно организация Объединенных Наций все равно главное. Знаете, там решаются вопросы. Это есть принципы, потом, которые принципы международные, которые подтвердили все страны, которые есть в мире, 202 государства, да, и этим принципом должны придерживаться все. И если туда вот так вот незаконно впихнули, скажем, Российскую Федерацию, Россию, то сейчас, может быть, настало время ее поставить на место, потому что она нарушает все современное международное право, поэтому мы говорим, да. Это да, Алла. Ахьят, может быть, воссоздать это ОНН, потому что организация ООН, там Россия накладывает вето и не проходит никакие предложения. А ОНН, это вошел бы весь Евросоюз опять, и Украина, и все государства, лишенные голосов ООН. Ну, это вопрос сейчас международного сообщества, Алла. А на самом деле после 1948 года, там 1945-го, была создана вот эта организация Объединенных Наций. Раньше была Лига Наций, это до этого было это международное право, Лига Наций. А сейчас после этого современное международное право. И с момента его создания все решения, которые мы принимаем в мире, они должны быть согласно этим принципам принимать решения. А здесь вот, видите, 5 государств им дали право любое решение, которое не примет эти все 200 государств, или 200 там, или меньше, да. Вот одна страна, любая из 5 государств, можно сказать, я против, и все, оно все рушится. Работа, которая может быть продолжена месяцами или годами, они могут, мы против, и все. Вот когда нас хотели признавать разные государства, то они выступали в ООН, запрещали нас признать. Это Москва, понимаете? Представьте себе, насколько это трудно сейчас через это пробиться сито. А нам было, как говорится, глаз, как говорится, подарок свыше, когда Советский Союз сам исчез, и мы уже были как государствами, которые могли определить свой дальнейший путь, и мы это сделали. И от этого мы отказываться не имеем права. Ни в коем случае. И все, которые сегодня говорят, вот мы пойдем там, создадим государство или создадим конфедерацию,
или протекторат, или другое. Это все разговоры только для пользы Кремля. Поэтому мы должны понимать, здесь рассказывать, знаете, мы не должны отходить сейчас от Кремля. Мы создали свое государство в рамках современного международного права. Если мы начнем говорить, что вот так или так, мы другое сделаем, это значит, мы отдаем нашу территорию действительно, что она принадлежит России. Она не принадлежит России. Это наша территория по международному праву и по законам, которые были в Советском Союзе. После развала мы создали свое государство. На этом мы должны держаться. Все остальные разговоры не должны быть приемлемы. Сейчас мы, если будем что-то новое придумать, то мы тем самым вот это все отдаем Кремлю, получается. Поэтому к этому возвращаться и говорить об этом в части нашей страны мы не можем. Мы можем только говорить о необходимости деоккупировать нашу территорию и восстановлении нашей легитимной власти. Только. Все остальное это, значит, в пользу Кремля, нашего врага, и во вред нашего народа. Столько людей погибло, столько было проделано всего на свете, и вдруг вот эти вот новые нельзя это делать. Я так и думаю. Ахьят, извините, что я снова отнимаю у вас время и у всех присутствующих. Но вы знаете, вот очень дельное предложение из Ахмадовой было насчет трибунала над Россией. Но от имени кого этот трибунал создавать? От имени Чешской Республики Ичкерия? Это получается очень мало. Я думаю, что если бы, так как эта организация ОНН еще даже 30 лет назад заявила о том, что она устарела, понимаете? И я думаю, что сейчас, если заявить о воссоздании ОНН, то есть если весь Евросоюз и весь мир, там 200 человек, вы сказали, от имени вот всех этих стран осудить организацию это ООН и Россию, понимаете, я думаю, это было бы новое слово и хороший шаг вперед. Вот. Ну, да, это ваше мнение правильно, но давайте об этом сейчас. Я свой вопрос задали как, так? Просто я хотел бы, чтобы мы с вами и другие там кто-то сказал, а потом мы будем добавлять, может, да? Но вопрос в том, что, конечно, это имеет право на существование, то, что вы говорите. Но сейчас мы с вами это не решим. И то, что там написал Иса, я это читал много. Он сейчас там переделывает что-то. Мы еще не читали. Давайте почитаем, и вы, и я, и другие посмотрим, что он там говорит. Понимаете? Давайте так сделаем, Алла. Хорошо. Хорошо? Ну, тогда так вот он говорит. Он очень много трудится. И я тоже знаю, что он трудится, но нам нужно почитать, посмотреть и сказать свое мнение тоже. Подетально. Он даже это просит, я так понимаю. Да? Да, но это я бы хотела немножко опять сказать. Вот ООН, 5 государств. Ну, это, конечно, Америка, Россия, Китай. Еще какие-то 2 государства. Ну, в общем, это Франция и это Англия. И Англия. Ну, в общем, если против России что-то там сделать заявление, то Китай выступит против. Понимаете? То есть вот эти Он сам выступит достаточно. Сама Россия выступит достаточно. Защитить себя. Потому что он тоже член Совета. Все. Ну, получается, да? что мы просто мы в капкане. Мы должны это понимать. Да? Вот я что хочу сказать. Да. И поэтому нужно обосновать о том, что нам нужно обязательно метод воздействия. Для этого нужно воссоздать. Вот мы же говорили о воссоздании нашей республики. Точно так же о воссоздании ОНН, то есть чтобы все принимали участие. Нет, воссоздать нет. Я не говорил о воссоздании. Я сказал о освобождении нашей территории, восстановлении нашей легитимной власти. У нас она есть. Воссоздать это что-то новое. Поэтому мы говорим только освобождении, деоккупации и восстановлении легитимной власти. Вот это должно быть. А то, что вы говорите потом, потому что это как раз на пользу. У нас здесь игра слов, которые против нас постоянно, вот они подталкивают, потом еще, если не знаешь где-то, они еще тихо там смеются. Понимаете, я с этим много раз сталкивался. Да, поэтому...
Извините, я говорю о воссоздании ОНН, чтобы было такое количество народов пострадавших, которые выступили против России и осудили ее. Алла, вот вы правильно говорите, но чтобы воссоздать эту организацию, нужны финансы, притом немалые, понимаете? Очень большие финансы нужны. Это, ну, это все эти, я помню, их было очень много, этих народов, так? Они, и для того, чтобы там провести какие-то мероприятия, встречи, полеты, конференции, это, очень много вот это финансовое обеспечение, первый вопрос там. Не важно, кто будет это делать, вот вопрос. Вот этот вопрос надо решать. Как у нас с вами, видите, у нас с вами нет финансового обеспечения, а вот эти самозванцы обеспечивает кто? Кремль обеспечивает, кто еще? Откуда деньги, ЗИН, как говорится, да? Или как он говорил. Так вот и здесь. Если не будет денег, поэтому мы должны думать, значит, со всеми это обговаривать, как это сделать и все. И здесь должны быть подключены определенные силы, авторитетные в мире, знаете, которые знают мир, и на которые, значит, они, вот, допустим, вам я поверю, и я вложу в вас деньги, знаю, что вы это правильно сделаете. А если, допустим, какой-нибудь там, ну, другой человек, которого никто не знает и не верит в него, за него деньги никто не вложит. Так и здесь, понимаете? И остальной мир, вот что есть ООН, Совет Европы, это все государства туда вкладывают деньги, понимаете? Вот, допустим, я знаю, что вот Совет Европы, туда Россия каждый год вкладывала 20 миллионов долларов, к примеру, я говорю. Там Франция столько. И так они содержатся и решают решение. То есть я уже такую вот вам говорю ситуацию. Над этим надо думать. Конечно, это будущее. А сейчас мы находимся в этом пространстве, в котором мы говорим с вами, да? И мы там, собственно говоря, сделали очень важнейший шаг для нашего народа, истории, так? И во главе с Захаром тогда мы создали свое государство. Теперь от него отказываться или говорить что-то, воссоздавать мы не имеем права, и это будет против нашего народа, потому что наш народ принял это решение о воссоздании нашего государства на своем общенациональном съезде, референдуме, так? А затем мы создали все как надо по международному праву, я повторяюсь, и потом еще наш парламент принял это решение. Все строго, как Захар говорил, комар носом не подточит, сделали. А теперь нам говорят, этого нет, вы ничего не сделали, что вы бандит и все такое. Мы должны работать против этого, даже если это наши люди, из нашей национальности, и наши граждане. Мы должны против этого бороться сами, потому что вот эти вот разночтения, которые нам подсовывают вот эти люди наши, которые фактически работают, зная того или не зная, на Кремль, мы должны это вот опровергать и в мире доказывать, что есть такая, значит, линия, которая опирается на волю нашего народа, и есть люди, избранные нашим народом. И что мы не позволим и не согласимся от этого. Мне кажется, вот это будет правильное. А то, что вы говорите, это переделать, это следующий этап, понимаете, не сейчас. Но сейчас, раз мы, как говорится, поймали вот этот момент, нам свыше дано это, и не только нам, а всем народам, которые создали свое государство в Советском Союзе, это дано. Они получили это. Если бы этот Советский Союз не развалился бы, сегодня не было бы ни одной страны, кроме 3 государств, которые, допустим, признал сам Советский Союз, Балтийский. А остальные бы маловероятно, может быть, и признал бы Советский Союз, но и без его признания не было бы ни одного государства с точки зрения международного права. Понимаете? Вот о чем речь. Да, я хочу сделать небольшое добавление, Ахьят. Вы знаете, то, что касается материальных средств. Раньше пресс-конференции собирались, и нужны были деньги и на эти гостиницы, и на приглашения. Это все занимало много времени. Но прогресс идет вперед. Сейчас виртуальное пространство работает на нас. И онлайн мы можем сделать эти заявления и собираться все вместе,
вместе с украинцами и с другими европейцами, конечно, знание языков надо бы. Ну, вообще-то на это нужно гораздо меньше материальных средств, чем раньше. Когда, в общем, время работает на нас, я так думаю. Конечно, это следующий этап. Вот, но для того, чтобы мы о себе заявили, нам нужно решать более глобальные проблемы, вот такие, которые предложил Иса Ахмадов, я так думаю. То есть движение должно быть наступательное, поступательное. Вот. И тогда о нас будут говорить, и мы будем впереди. Я думаю, что это было бы только нам на пользу. Ну, в Спасибо. принципе, конечно, здесь сказать против ничего нельзя, вы правы, но давайте будем думать это вместе с Ишой и другими, давайте подумаем, что дальше будем делать. И конкретно по пунктам тогда сделаем, хорошо? Давайте, и мы можем конференцию сделать, мы можем в Zoom собраться, поговорить, мы можем и в других там ресурсах собраться и говорить все эти вопросы. Давайте обсудим, какую тему мы можем обозначить, чтобы вот этот вопрос решать. Хорошо? Давайте. Отлично. Хорошо, надо с украинцами договориться насчет этого. Да, Отличная идея. Я поддерживаю целиком и полностью. Дойлишу. Спасибо. Спасибо, Алла. Спасибо, Аят. Хасаник, два слова. Хасан поднимает руку. Хасан, включи микрофон. Машуэль, ассаламу алейкум. Валикум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Массаги салам алейкум всем, кто участвует. Это Алладу. Я уже почти забыл русский язык. Приятно слышать вас. Вы меня не помните. Ну, извини, но, Хасан, тебе придется говорить на русском языке теперь. Смотри, давай. Да. Прошу прощения, это моя вина. Мое мнение, я знаю 100%, тут никому не понравится. Никогда в жизни, если вы не хотите ввести нас в заблуждение, не надейтесь ни на Америку, ни на ООН, ни на ОБСЕ. Это сложное толкование. Никогда в мире не было случая, чтобы ООН защитил какую-нибудь покоренную, униженную, оскорбленную нацию. Вы видели такое? Можете привести пример? Кроме Америки, Советского Союза и евреев. Эта организация была вначале создана для защиты евреев. Хасан, бех мобила. Югославия, пример. Югославия, просто пример. Это Америка выиграла. Никакой Югославии не было, Аслан, не говори мне. Я не тупой и не идиот. Не было. Америка что смогла, то сделала. Россия что смогла, забрала. Это бандитские разборки. Вы знаете, куда используются ООНовские деньги? Вы участвовали в этих сделках? Нет, я участвовал. Я им дал площадку, дал машины выгрузить их товар, продавать и все так далее тому. Я не хочу в это сейчас говорить. Второй раз отказал им. Дело в том, что спасение утопающего, как говорится, его рук дело. Мы хотим надеяться на какого-то дядю, что-то, кто-то нам было за это время, кто-нибудь заикнулся об нас. Никто. Все стараются представить нас террористами, бандитами, исламистами, кем угодно, только не нацией. Вы забываетесь, не успеете пройти и забывайте, что было до этого. Что осталось сзади, все мы забываем. Никто никогда нам не поможет. Клянусь сам Всевышним Аллахом. Никто никогда нам не поможет. Ни даже Украина. Спасибо не скажет. Почему? Потому что наши
политики, которые мы пришли отдавать долг, сказали. Мы Украине ничем не должны были. Ну, спасибо тем ребятам, которые там воюют. Они сумели отстоять нашу честь. Так как наши ребята воюют там против украинцев. А во время войны украинцы воевали против нас, дагестанцы воевали против нас, все воевали. Против России. Против России. Подождите, дайте мне сказать, я вас слушаю каждый Хасан, раз, меня никто не Хасан, Бехмобила, а против Украины эйлер чеченцы воюют, и поправить веш Байрас, они против России воюют. Хотим мы этого нет. Иш бьются, а Кадыров, Бехмобила. Отправляют, знаю. Там есть и мои родственники, их насильно отправляют. Но, тем не менее, эти чеченцы. Нет. Худо лезуй, Хасан, что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Нам надо что делать? Я еще раз повторю, каждый раз стараюсь довести до вашего ума, что вы на ложном пути. Я подаю на всех, иншаллах, на всех чеченцев суд, если какой возможно будет. Почему? Почему? Начиная с себя. Мы ничего не сделали, палец не ударили для нашей республики. Все говорим, а ничего не делаем. Хасан, а что делать? Что делать? Подождите, извините, что я мешал. Все, юг царят, Хасан, вистрел Бехмобил. Извините, уйти. Я знаю, что мы ничего не добьемся и ничего не сделаем. Остается 20 лет все. Архана 10 лет, 20 лет. Вы будете одно и то же повторять и говорить, надеяться на ООН, которой практически нет. Что вы несете? Что вы говорите? Извините. Валлахи, биллахи, если я буду жив, я на всех на вас суд подаю. За бездействие. Что это такое? Нас заставили как нищих унижаться, хотят милостыню просить по всему миру. За кусок хлеба продали мы честь, достоинство и совесть свою. Мы продали все за кусок хлеба. По всему миру ходим с протянутой рукой. А почему мы не построить свой завод, свою фабрику, что-нибудь, чтобы у нас были деньги, что мы сегодня смогли противостоять? Россия сможет вести столько войска, сколько его территория. Элюх Джим Асламбек, он сказал так, больше сюда не вместится. Цундела, мы должны были еще 20 лет, 25 лет назад оценить обстановку и сделать так, чтобы мы не просили милостыню. Чтобы мы были физически, финансово во всех отношениях сильными. Мы бросили всех, кто воевал, кто был ранен, кто был изуродован. Никто не в состоянии одной копейкой помочь. Мы просим милости друг у друга или у других знакомых, других, кто нам сочувствует. А мы еще рассказываем о какой-то ООН, что нам поможет, принесут оружие. Деоккупация. Какой деоккупация может быть охоту тот захлечь? Солдата нету у нас. К примеру я говорю. Всем собраться, мы идем в Чечню воевать. Оружие все есть, соберет сколько? 1000 не наберете. Почему? Их дети тут будут голодать. Они будут вышвырнуты из квартиры, по крайней мере, в Турции и других государствах, где нет ни пособия, ничего, ни куска хлеба. И их дети не пойдут воевать, видя, что с их родителями сделали. Если мы действительно болеем за нашу республику, на нашу землю, за наш народ, что мы понесем им домой? Опять разруха, безработица, воровство людьми, нефтью, как было после Первой войны, бандитское государство будем строить. Извините, правду надо, лицо смотреть и говорить правду. Если мы хотим чего-то добиться, мы должны постараться стать на ноги, а не милостыню просить за какие-то Америка, другие страны, я не хочу их называть сейчас, они, чтобы мы не занимались на их территории бандитизмом, платят на кусок хлеба, а мы довольные.
Если они раз прекратят в один день, что мы будем? Воровать будем. Бандитизму. Чтобы этого не было, каждой нации независимо дают вот этот кусок хлеба. Опомнитесь, вы на ложном пути. Валлахи, биллахи, Бог, я сейчас хочу действительно делом заняться. Не с чеченцами. Близко, на километр территории не подойдут. Я хочу открыть свое. Я хотел для нас, но никто не прислушался ко мне. Никто. Если вы действительно, вот смотрите, пополнение в группе, сколько участников было, сейчас сколько стало. Завтра этих не будет, эта группа распадется. Почему? Нет ничего, кроме разговора. Здесь, если мы хотим правду, мы должны что-то сделать, а не сидеть сложа руки. Я 25 лет раненый, без семьи, один приехал сюда за границу. Если я убегал бы, я с семьей приехал бы. Я приехал один и не смог выехать. Интерпол и так далее, аресты, все так далее и тому подобное. Понятно. Да, действительно, надо чем-то полезным заняться. Нет ни ООН, ни ОБСЕ, никакое права человеческого нету на земле. Прав тот, кто силен. А чтобы сильным стать, мы должны были подготовить конструкторов, инженеров. Все необходимо сегодняшнем, смотря сегодняшние технологии, смотря сегодняшней стратегией, тактикой, стараться воспроизвести хоть что-то. Мегер, du kehtaun tuo Hasan, kehtaun. Det är det så. Извините, я буду мешать вам. Извините, до свидания. Det är så. Humam dersa таха вай лечик дошло дуай. Лечь слово лече лахи. Включите ваш микрофон, пожалуйста. Можете говорить. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Машуаль. Добрый вечер всем. Я вот хочу с такой новости сказать несколько слов. Я цитирую. В городе Грозном идут ожесточенные бои с подразделением внутренних войск Российской Федерации. В Грозном уже несколько часов продолжается бой с ополченцами «Свободный Кавказ». Кадыровский спецназ не справляется с ситуацией. Жители Грозного все происходящее снимают на камеры телефонов. Но это, видимо... Хешона, Джимроу Ютига, Хешон. Да, идет ожесточенная перестрелка. Ну, может, она часа два тому назад скинута в ТикТоке. Ситуация сегодня в мире очень непредсказуема. То, что может быть сегодня, завтра, может послезавтра измениться в корне. Я отчасти согласен с Хасаном и с Исой Ахмадовым. Но это очень серьезная и глобальная тема, ее рассматривать, конечно, никто не будет. Мы забываем одну ситуацию, очень серьезную и важную, что с 93 года Россия, как в кавычках, корпорация России, правит Федеральная служба безопасности. Это одна сторона. Второе, что Россия потенциал не исчерпала. Если мы говорим об Украине и других точках Сирии, в Грузии, допустим, то потенциал России очень серьезный. Если мы запасников в России по неточным данным около 31 миллиона. Если их вооружить современным оружием, дать им полностью все то, что необходимо, то это будет непредсказуемо. Армия, если вот
допустим, в Николаевке то, что происходит, вы все, наверное, видите, это самое, гробы и все прочее, они все вот эти захоронения, все стерли с лица земли, все разукомплектовали, все убрали, построили там, значит, засыпали гравером, могил там нету, ничего там нет. И все это, как говорится, убирается. Теперь что, вопрос возникает, вот несколько раз я вот слышу, я стримы слушал, не вмешивался, возникает вопрос, что нам делать? Каждый человек, где он находится, здесь за границей, в каком-то городе он же находится, есть там определенная диаспора. Примерно у нас порядка 50 семей. Я скажу, что мы делаем. Допустим, мы посадили людей за компьютеры, у них есть ноутбук и компьютеры. У нас, значит, они узнали, что у меня есть дача. Значит, они переехали, часть переехала, около 10 человек переехало, закупили рядом со мной дачи, и мы там собираем. Раньше был этот самый ковид, то более 3 человек не давали нам собираться. Сейчас мы можем спокойно собираемся, организует молодежь, все это, значит, мы там пьем чай, кофе и разбираем всю эту и политическую, и экономическую часть, и в том числе и работу отдельных наших сообществ, допустим, то, что Изакаев там медали вручает там, и, ну и прочее, все это тем мы разбираем коротко. Мы должны интернет использовать, онлайн использовать. И вот мы активно в 4 человек собрали, они мобильные, они бывают во Франции, в Австрию ездят, на Украину часть бывает, выезжают, в Польшу выезжают, и информацию они, значит, распространяют. То, что стрим вот Аслан дает, он хорошо вводит, ведет этот стрим, ДРС, Хулон, это дает определенную пользу. И остальные то, что вот этот стрим мы посылаем каждому из них на телефоны, на их онлайн. Они пользуются им, задают вопросы и имеют информацию, представление имеют. Нам нужно активизировать работу информационно-аналитического центра, если необходимо штат, дополнить этот штат, и чтобы была свежая информация. Вопросы, которые необходимо в следующем стриме разбирать, то надо вот сегодня, допустим, или вот Аслану отправлять, что мы хотим слушать, о чем мы хотим слушать. Тогда у нас будет какая-то определенная работа. Если не будет у нас активной работы, плодотворной работы, не будет общения, наша молодежь сегодня, она бедная, она насчет информации. Правдивая информация. О правде нужно говорить правду. И поэтому нам нужно людей воспитывать. И политически, и экономически, и интеллектуально, и с духовной стороны. У нас должны быть люди, которые будут некоторые вопросы затрагивать. Вот тогда у нас что-то получится. И тогда уже люди увидят, что у нас активная работа, и тогда мы можем поднять вопрос на Украине. Вот вы задавали Агяду вопрос. Почему мы не можем прибыть, допустим, делегации на Украину? Этот вопрос тоже нужно поднять. Но нам надо активизировать именно свою работу. Каждый должен внести лепту в это дело, общее. Это не мое личное дело, это наше общее дело. Это не только Агьяда дело. У него есть информация, у него все, документы у него, законы, конституция, все у него. Это человек с богатым опытом.
И надо использовать это, чтобы у нас люди умели задавать вопросы. Некоторые вопросы, я вот слышал, человек задает вопрос, а что если, допустим, мы получим большинство стран признание дальнейшие наши действия? Он не может правильно это изложить, этот вопрос так открытым и почти остался. Вот надо нам научить людей, чтобы они немного, как говорится, родничок, головной мозг работал и в правильном направлении работал. Вот я заканчиваю. Ворон спросил, говорят, у орла, твоя сила в крыльях? Орел сказал, моя сила в сердце, а в крыльях моя слава. Так вот, я хочу пожелать нам, чтобы мы на славе вошли в Ичкерию и добыли свою свободу. Я закончил. Баркал Леча Дейрейсуль, спасибо. Это очень важная тема, Леч, на самом деле. Это вот тем, чем я занимаюсь, тем, что нам сейчас очень важно. И вот те ребята, если бы они подключались бы, например, сейчас нас больше 300 человек смотрело, сейчас больше там 111 человек смотрят в Ютубе, вот сегодняшнюю нашу программу. Чем больше начинается, сейчас информационная блокада прорывается, монетизация там с канала, блокировки с канала у меня убираются, и это еще больше дает возможности для того, чтобы нас больше слышали. Плюс было бы очень хорошо проводить не просто вот голосовые, которые мы здесь проводим, техники есть, садик компьютер, есть. Это сейчас тоже нужно обдумать, чтобы мы могли, чтобы нас видно было, да хотя бы видно было, когда мы разговариваем, потому что когда сейчас мы только голоса наши слышны, это не так достаточно воспринимается, плюс потом некоторые вещи, которые вы тут говорите, они имеют историческую ценность. Это потом можно как-то интерпретировать по-другому, подделывать, там еще что-то делать. Я имею в виду, так, подстраховываясь на всякий случай. Сундела видео формате, ну и да, нужно профессиональные журналисты, дикторы, корреспонденты, создавать темы. Вот мне, Леча, именно не хватает иногда темы, которую я мог бы рассказать, там, которая именно, она не просто, я ее знаю, а она полезна нам, она полезна обществу, молодежи нашей. Потому что реально не знает. Молодежи муха, 35 шохач Сагорсо по Европе хавош. Я следил, интересовался, меня это касалось, но я вообще ничего не знал. Я не знал 10%, 5% того, что сейчас знаю. А сейчас я понимаю, что я знаю максимум 5% или 3% от всего, что реально тут происходило, происходит и так далее, даже меньше. Я знаю. И вот очень хорошо, что мы собираемся, это очень важно. И то, что вот Иса говорит, вот это все войн проблем, это нашего народа, лазам букайс, байл букайс, выход юкайс, выход, международное право на болбяшяц, изадац, алам ол, хасанс элахиц. И я согласен, международное право, оно не идеально. Плюс есть целые армии юристов, международников у фашистской России, которые препятствуют, которые мы даже не понимаем, насколько извращенно и глубоко они заходят вот в этом своем, зная эту всю систему, в этом противостоянии они заходят, как далеко они заходят в этом противостоянии, нам навредить, чтобы очень подло, коварно, цинично, как они любят, умеют. Давайте, я за. Далте хайберт кивел, дейрей слышен, массерна. Не можно добавить? Чуть-чуть. Да, конечно, с удовольствием послушаем вас. Ой, я очень благодарна Лече. Мне он подарил надежду. И я благодарю его за его деятельность, за эти
компьютеры, задачи, там, где собираются молодежь и общаются друг с другом. И я вспомнила Дейла Карнеги, который в Америке начал с того, что сначала собирал совсем немного людей и хотел, чтобы они выступали, чтобы учились выступать. Потому что наша молодежь, как он сказал правильно, сердце горячее. Но сила в крыльях. А крылья — это умение преподносить свое мнение, умение вести беседу, диалог и заодно учиться политике. И, конечно, еще приведу пример в Японии. В Японии, например, для того, чтобы развивалось производство, собирают собрания каждую пятницу. И там каждый японец должен в течение недели что-то придумать, какое-то усовершенствование. А потом выступает и говорит. И все его терпеливо слушают. И потом все вместе решают, какое усовершенствование можно применить. Может быть, из 100 выступлений, может быть, там только всего 5. Но они это записывают и потом применяют. И поэтому Япония добилась очень больших успехов. Потому что все слои населения принимают участие в разработке будущего своего государства, начиная с малого. И вот, конечно, надо обязательно учить молодежь выступать, как Дейл Карнеги, как в Японии. И то, что ты это начал, я тебя очень-очень благодарю, очень рада, что у нас есть такие люди, как ты. Большое спасибо. И вам спасибо, что вы Amen. есть. There is knowledge. Masha Allah. Aslan, вот Шидош Эльдерес, я прошу подключения. Вот у нас около 200-300 человек. Если каждый на своем участке, где он проживает, хотя бы по 3 человека, если он включит, это же большая группа, большая армия будет насчитываться. И они, а из них активистов, если эти активисты, если они мобильные, они будут перемещаться, и информация будет идти очень хорошо. Вот с этим мы работаем, усовершенствуем, и всем это надо делать. Не говорить, что что нам нужно делать, как нам быть, с чего начать. Вот эти вопросы отпадут на второй план, когда будут активные люди, активная будет работа, и президиум правительства будет информационно-аналитический центр помогать, давать информацию. А то, что информация историческая, конечно, Аслан, я не против, если она необходима, она необходима, надо говорить правду. Мы стараемся говорить об этой правде, когда это необходимо, когда это нужно. Эта информация, я, пожалуйста, всегда готов на диалог. Баркал, Спасибо за внимание. это очень важно. И знаете, вот было бы очень хорошо, вот те общественники, активисты, про которых ты говоришь, и наша правозащитная организация, ассоциация, под эгидой, как общественники, под эгидой президиума, мы могли бы объединить наши все усилия, собрать еще, может быть, других общественников, других, например, их проблему, вещек тоже очень важно нам онлайн, хотя бы начать это все делать, онлайн, например, какие-нибудь уроки по чеченскому языку, вот таких нам бы людей найти, и общество, гражданское общество здесь, в Европейском Союзе, оно еще должно также, мне кажется, дополнять и людьми, которые религиозно разбираются в этом вопросе, потому что в нашем обществе это тоже очень актуальный вопрос, с учетом той пропаганды, которую вела десятилетиями просто фашистская Россия. Поэтому, если эта идея вам нравится, можно было бы начать объединять общественников и активистов под эгидой информационно-аналитического центра президиума правительства. Баркал Дейрейсвой. Это нужно делать. Аслан, большое тебе спасибо за твое предложение. В смысле религия и чеченского языка. Я бы тоже приняла участие. В общем,
Огромное спасибо. Отлично, Ясно. спасибо. Слово за президиумом. Конечно, нашему самому опытному и закаленному в боях словесно. И не только словесно. Рядом Захаров был постоянно. Так что спасибо вам всем огромное. Спасибо вам, спасибо президиуму, Алла, спасибо вам, как представителю президиума. Ну, Аяд, если ты считаешь, мы уже почти 2 часа в эфире, если ты считаешь, что можно заканчивать и ни у кого нет вопросов, можно завершить сегодняшний наш очень познавательный стрим. Это я скажу тоже 2 слова, потому что я вижу, что другим людям мы и не дали сказать. Может, есть кто-то хочет сказать? Давай, спроси. Да, пожалуйста, если... Пожалуйста, Вопрос, если... давай. Да, давай. Давайте задавайте вопросы в YouTube. Кто может, напишите комментарии. В Telegram вы знаете, что делать. Нет, Аяд, тогда тебе слово. Ну, если желающих нет больше сказать ничего, Маршал да Итвек я думаю, Хамзец. что Хамзец, мы маршал. нормально поговорили. Следующий, когда у нас следующий будет на чешском языке, это сегодня у нас вторник, в субботу, 8 часов. Мы соберемся. Мы там, когда говорим по-чеченски, половина говорим по-чеченски, половина по-русски, потому что приходится говорить на какие-то темы, которые по-русски только скажешь, допустим. Там международно-правовые акты или еще что-нибудь. И где-то проскальзывает, можно и то понимает, и не понимает, тоже можно идти и поговорить. Можно сегодня такая вот острая беседа получилась. Я тоже всем благодарен. Спасибо Але и Хасану, который удалился. Зря он удалился, он очень острый вопрос ставил. Лечи и другим, Айса. Ну, кто здесь есть, они как-то, значит, вопросы даже не задают. Наверное, у них нет вопросов, тоже нет. Но я надеюсь, что у них появится. Так, поэтому закончим, если ты предлагаешь. Давайте закончим еще. Хорошо, тогда на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Как сказал Аяд, в субботу на чеченском языке мы обсудим следующую тему. Следите за анонсом, как обычно. Всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. Шумасер Адикюэль Машойль. Амин Дересуэль Адикюэль Машойль. Дел маршал сел. Так. Так, Хамзат, Жон, Конор, я, конечно, передал вопрос Дейлер Саламашол от вас, но потом, когда уже я хотел ответить, я забыл снова напомнить, что Шугар Дейлер Саламашол, но если они нас услышат, мы же под запись, как говорится, Дейлер Саламашол, ощущение на массарна шун ламел доган шуна qoomna dogmella shuna ladugan melwol shuna dal si doel dal attu bol nochchi qoom adiköl masera marsh oil büs de qalel massarna khilam zat deriz